Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из 3 главы романа Евгений Онегин. Татьяна то вздохнет, то ухнет. Письмо дрожит в ее руке, обладка розовая сохнет на воспаленном языке. Плечу головушкой склонилась, сорочка легкой спустилась с ее прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сияние гаснет, там долина сквозь пар яснеет, там поток засеребрился, там рожок пастуший будет селянина. Вот утро, встали все давно, моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, сидит с поникшую головой и на письмо не напирает своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, уже и Филиппьевна седая приносит на подносе чай. «Пора, дитя мое, вставай! Да ты, красавица, готова! О, пташка ранняя моя, вечер уж как боялась я! Да слава Богу, ты здорова! Тоски ночной и следу нет, лицо твое, как маков цвет. Ах, няня, сделай одолжение, изволь, родная, прикажи. Не думай, право, подозрение, но видишь, ах, не откажи. Мой друг, вот Бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука с запиской этой к тому соседу. Да велеть ему, чтобы он не говорил ни слова, чтобы он не называл меня. Кому ж, милая моя, я нынче стала бестолкова. Кругом соседей много есть, куда мне их перечесть? Как недогадлива ты, няня, сердечный друг. Уж я стара, тупеет разум, Таня. А то бывало я востра, бывало слово барской воли. Няня, до того ли, что нужно мне в твоем уме? Ты видишь дело о письме к Онеге, ну? Дело, не гневайся, душа моя. Ты знаешь, непонятно я. Да что ж ты снова побледнела? Так, няня, право, ничего. Пошли же внука своего. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет, как нет. Бледна, как тень, с утра одета, Татьяна ждет. Когда же ответ? Приехал Ольгин обожатель. Скажите, где же ваш приятель? Ему вопрос хозяйкой был. Он что-то нас совсем забыл. Татьяна, вспыхнув, задрожала. Сегодня быть он обещал, старушке Ленский отвечал. Да, видно, почта задержала. Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор. Смеркалось. На столе блистая шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая. Под ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукой по чашкам темной струею уже душистый чай бежал, и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стеклах ладные дыша, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель «О, да е». И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор. Вдруг топот, кровь ее застыла.
Вот ближе скачут, и на двор Евгений. И легче тени Татьяна прыг, в другие сени с крыльца на двор и прямо в сад. Летит, летит, взглянуть назад не смеет. Мигом обежала куртины, мостики, лужок, аллею, к озеру, лесок. Кусты сирен переломала, по цветникам летя к ручью и, задыхаясь на скамью, упала. Здесь он, здесь Евгений. О, Боже! Что подумал он? В ней сердце полное мучений, хранит надежды темный сон. Она дрожит, и жаром пышет, и ждет, не идет ли, но не слышит. В саду служанки на грядах сбирали ягоды в кустах и хором по наказу пели. Наказ, основанный на том, что барской ягоды тайком уста лукавые не ели и пением были заняты. Затея сельской остроты. Песня девушек. Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые, затяните песенку, песенку заветную, заманите молодца хороводу нашему. Как заманим молодца, как завидим издали, разбежимтесь, милые, закидаем вишеньем, вишеньем малиною, красною смородиной. Не ходи подслушивать песенки заветные, не ходи подсматривать игры наши девичьи. Они поют, и с небрежением, внимая звонкий голос их, ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердца в ней затих, чтобы прошло ланит пыланье. Но в персях тоже трепетание, и не проходит жар ланит, но ярче, ярче лишь горит, так бедный мотылек и блещет, и льется радужным крылом, плененный школьным шалуном. Так зайчик возами трепещет, увидев вдруг издалека в кусты припадшего стрелка. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей. Пошла, но только повернула в аллею, прямо перед ней, блистая взорами, Евгений стоит, подобно грозной тени, и, как огнем обожжена, остановилась она. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Докончу после как-нибудь.